Шалом, дорогие друзья! Shalom, kallid sõbrad! Мы вас приветствуем на канале «Сила жизни во Христе». Tere tulemast kanalisse Eluvägi Kristuses. Меня зовут Элла, мою подругу Джой. Minu nimi on Joy ja minu sõbranna on Ella. И мы благодарны, что вы опять с нами. Ja me oleme väga rõõmsad, et te olete täna meiega. И мы продолжаем исследовать Священное Писание. Ja me jätkame teiega pühakirja uurimist. И сегодня мы поговорим об очень важной теме. Ja täna me räägime väga huvitaval teemal. О теме послушания. Sõnakuulelikkusest. Но посмотрим мы это на примере одного интересного персонажа из Библии. Ja seda sõnakuulelikkuse teemat vaatame me ühe väga huvitava piiblitegelase eeskujul. Военачальник Нееман. Väepealik Naaman. И давайте мы с вами посмотрим 4 книгу Царств, 5 глава с 1 стиха. Ja vaatame koos teiega teise kuningate raamatu 5. peatükki. Нееман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам, и человек сей был отличный воин, но прокаженный. Naaman, Süüria kuninga väepealik, oli oma isanda silmis suur mees ja kõrgesti austatud, sest tema läbi oli issand andnud Süüriale võidu. See vapper mees oli aga pidalitõbine. Великий человек, но имеет огромную проблему в своей жизни. Suur mees, aga omas suurt probleemi oma elus. Проказа. Pidalitõbe. Неизлечимая болезнь. Ravimatu haigus. И чем больше она в человеке развивается, Ja mida enam see inimese ihus areneb, тем быстрее он окажется в долине для прокаженных. ja seda kiiremini on ta pidalitõbiste koopas. Но происходит интересная вещь. Aga toimub huvitav asi. 2 стих говорит. Teine salm ütleb meile. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неемановой. Kord oli süürlased käinud röövretkel ja toonud Iisraelimaalt vangina kaasa väikese tüdruku, kes teenis Naamani naist. Печальная история. Kurb lugu. Маленькая девочка попадает в плен к сириянам. Väike tüdruk satub süürlaste kätte vangi. И она находится в семье Неемана. Ja ta on Naamani peres И она служанка ja teenib жене Неемана. Naamani naist. И в ее сердце нет зла, Ja tema südames ei ole kurjust, нет ei ненависти, ole vihkamist, нет никакого бунта. ei ole mitte mingit mässu. В ее сердце сострадание к Нееману. Tema südames on kaastunne Naamani vastu. Она видит его беду, его проблему. Ta näeb tema häda ja tema probleemi И она дает решение. ja ta annab lahenduse. Кажется, от того, кого ты обидел, вдруг приходит тебе помощь. Tundub, et see, kellele sa oled liiga teinud, temalt tuleb sinule abi. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». See tütarlaps ütles oma emandale: ah, kui mu isand ometi oleks selle prohveti juures, kes on Samaarias, küll see teeks tema pidalitõvest terveks. Аллилуйя! Halleluuja! От маленькой девочки приходит огромный совет. Väikse tüdruku käest tuleb suur nõuanne, Жизненно важный совет. elu andev nõuanne. И Нееман прислушивается к этому совету. Ja Naaman kuuletub sellele nõuandele. И он от своего царя получает письмо Ja ta saab kirja oma kuningalt и идет в Израиль. ja läheb Iisraeli. Приходит к израильскому царю и просит помощи. Läheb Iisraeli kuninga juurde ja palub abi. Но ему не надо было идти к царю, ему нужно идти к пророку. Aga ta ei pidanudki minema kuninga juurde, vaid prohveti juurde. Но пророк все это слышал и знал. Aga prohvet juba teadis kõike ja oli kuulnud sellest. И он сказал: направьте Неемана ко мне. Ja ta ütles: saatke Naaman minu juurde. И вот Нееман приходит к пророку Елисею. Ja siis Naaman tuleb prohvet Elisa juurde. Аллилуйя! И читаем с вами 9 стих. Ja loeme 9. salmi. И прибыл Нееман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев. Siis tuli Naaman oma hobuste ja vanklitega ja peatus Elisa koja ukse ees. И выслал к нему Елисей слугу сказать: пойди,
омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист. ja Elisa läkitas käskjala temale ütlema, mine ja pese ennast Jordanis 7 korda, siis paraneb su ihu ja sa saad puhtaks. Приходит решение, Tuleb lahendus, приходит ответ. tuleb vastus. Мы так часто ждем ответов, Me nii tihti ootame vastuseid, но мы совершаем ошибку. aga me teeme vea И очень часто. ja väga tihti. Такую, как Неиман совершил. Sellise sama vea, mida tegi Naaman. О чем я говорю? Millest ma räägin? Давайте прочитаем дальше. Loeme edasi. И разгневался Неиман, и пошел и сказал, вот я думал, что он выйдет, станет, призовет имя Господа Бога своего, возложит руку свою на то место и снимет проказу. Ja Naaman sai vihaseks ja läks ära ning ütles, vaata, ma mõtlesin, et ta tuleb kindlasti ise välja mu juurde ja seisab siin ning hüüab issanda oma Jumala nime, viipab oma käega tema asupaiga poole ja parandab nõnda pidalitõve. Мы такие же, как Неиман. Meie oleme samasugused nagu Naaman. Мы в своей голове имеем свои пути спасения. Meil on oma peas oma päästeteed. Мы представляем и уговариваем Бога помочь нам так, как мы решили. Me kujutame ette, kuidas see peab olema, siis me räägime Jumalat nõusse, et ta nõustuks päästma meid nii, nagu meie tahame. Это неправильно. Aga see on vale. Это бунт. See on mäss. И здесь он обиделся, сказано, и удалился в гневе. Ja siin on kirjas, et Naaman solvus ja läks ära. И так мы порой проходим мимо своих ответов. Ja samamoodi läheme meie mõnikord oma vastustest eemale. Но слава Богу, что рядом с Неиманом были добрые люди. Aga tänu Jumalale, et Naamani kõrval olid head inimesed, Его рабы. tema sulased. Кажется, те, которые должны обидеться на него Tundub, et nemad peaksid solvuma Naamani и peale. думать, пусть болеет наш начальник. Mõtlema, et las meie pealik siis on haige. Нет. Ei. Они говорят, ну неужели тебе так трудно сделать то, что он просил? Ei, nad ütlevad, et kas sul on tõesti nii raske teha seda, mida ta palus sul teha. Ведь он попросил тебя просто омойся и будешь чист. Ta ju ütles sulle lihtsalt pese ennast ja sa saad puhtaks. И 14 стих говорит. Ja 14. salm ütleb meile. И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. Siis ta läks alla ja kastis ennast 7 korda Jordanisse Jumala mehe sõna peale. Tema ihu paranes väikese poisi ihu sarnaseks ja ta sai puhtaks. Halleluja! Halleluja! Он сделал это по слову человека Божия. Ta tegi selle Jumala mehe sõna järgi. И это слово вывело его в свободу. Ja see sõna tõi talle vabaduse. Мы иногда так долго спорим с Богом. Me vahel nii tihti vaidleme Jumalaga. Заповеди Божьи даны нам для того, чтобы мы свою жизнь страховали от несчастий. Jumala seadused on antud selleks, et me kindlustaksime oma elu õnnetuste vastu. Но мы иногда так спорим с Богом, Aga vahel me nii vaidleme Jumalaga, что нарушаем все правила et me rikume kõiki reegleid и сами себя наказываем. ja ise karistame ennast. Когда у нас проблема, Kui meil on probleemid, мы должны обратиться к Богу. siis me peame pöörduma Jumala poole. Бог ответит. Jumal vastab. Он ответит через пророка, через пастора, через брата, через сестру, через свое слово. Ta vastab meile pastori, prohveti, venna, õe oma sõna läbi. Он обязательно ответит. Ta kindlasti vastab. Но мы не должны сами рисовать пути, по которым Бог должен прийти. Aga me ei pea ise leidma endale vastuseid või mõtlema välja neid teid, kuidas Jumal peab meie poole pöörduma. Вот ему он так ответил, значит и мне он так должен ответить. Vot temale ta vastas nii, tähendab, ta peab ka mulle samamoodi vastama. Нет. Ei. У Бога индивидуальная работа с тобой. Jumal teeb sinuga individuaalselt tööd. И он сделает ее превосходно. Ja ta teeb seda võrratult. Обязательно иди туда, где говорится слово. Mine siis kindlasti sinna, kus räägitakse sõna. Если у тебя проблема, иди туда, где молятся об этих проблемах. Kui sul on probleemid, siis mine sinna, kus lahendatakse need probleemid ja palvetatakse. Если ты болен, иди туда, где возлагают руки на больных, и они будут здоровы. Kui sa oled haige, siis mine sinna, kus palvetatakse haigete pärast ja nad saavad terveks. На этой неделе, в субботу, 11 июля, Sellel laupäeval, 11. juulil, в 11 часов, kell 11, в кино Майя, kinomajas, на улице УС-3,
kinomajas aadressil Uus tänav 3. Это в городе Таллине. See on Tallinnas. Будет богослужение. Toimub jumalateenistus. На нем будет проповедовать апостол из Африки, Seal jutlustab pastor Aafrikast. из Южной Африки. Lõuna-Aafrikast. Давид Ндлова. David Ndlovu. Приходи, Tule. послушай слово. Kuule sõna. Пусть возложат на тебя руки, Las nad panevad käed su и peale. ты будешь здоров. Ja sa saad terveks. Не позволь дьяволу остановить тебя. Ära luba kuradil ennast peatada. Приходи на собрание. Tule teenistusele. Итак, Niisiis. суббота, Laupäeval. 11 часов. Kell 11. Киномая. Kinomajas. УС-3. Uus tänav 3. Проповедует апостол из Южной Африки. Jutlustab apostel Lõuna-Aafrikast. Приди и получи свое чудо. Tule ja saa oma ime. Бог щедрый. Jumal on helde. Он любит своих детей. Ta armastab oma lapsi. Он их благословляет, Ta õnnistab neid, исцеляет, tervendab neid, защищает, kaitseb neid, но прежде посылает свое слово. aga ennekõike saadab oma sõna. Поставьте нам лайк, Pange meile like, подпишитесь на наш канал, tellige meie kanalit, поделитесь этим видео с друзьями, jagage seda videot oma lähedastega, sõpradega. поддержите нас, Toetage meid. помогите нам распространять этот канал. Aidake meil levitada seda kanalit. И да благословит вас Господь и ваших родных и близких. Ja issand õnnistagu teid ja teie lähedasi. И мы увидимся с вами в следующей передаче. Ja me näeme teiega järgmises saates. С Богом! Jumalaga!